Доброго вечора. Це Прайм на телеканалі АТР. Мене звати Христина Бондаренко. Вітаю вас. 30 жовтня невідомі розстріляли автомобілем Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої. В авто влучило 15 куль. Аміна Окуєва загинула, Адам Осмаєв отримав поранення. Міністерство внутрішніх справ розглядає нині дві основні версії. Це дії російських спецслужб для дестабілізації ситуації в Україні та помства Осмаєву за протистояння Рамзану Кадирову. В нашей студии есть Адам Осмаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Адам, я знаю, что мы когда готовились к вашему интервью, я очень много разговаривала о традициях и о вас, собственно, также. Я знаю, что для мусульман это считается честью, да, умереть на пути к освобождению своей страны от врагов. Да? Можем ли мы говорить о том, что рассматриваете ли вы смерть Амины как честь? Безусловно, для Амины это честь. Она всегда к этому готовилась, стремилась, жила этим. И я в том числе. Единственное, конечно, мы знали, что мы противостоим такой империи зла, как ее называли, последней империи, и что вероятность такая достаточно велика. И были к этому готовы морально, но, конечно, хотелось бы нам погибнуть с ней вместе, потому что все равно, мы все равно люди, и насколько мы верующие люди, мы верим в загробную жизнь, мы верим, что мы надеемся, что мы встретимся на том свете, но тем не менее мы люди, и потеря близкого человека — это очень больно, а тем более такого человека, незаурядного такого человека, которого, я встретил с большим трудом, нашел с большим трудом, можно сказать, в Одессе, в Украине. Мы встретились и поженились. И, конечно, потерять такого человека — это тяжело. Тяжело, хотя у нас не принято говорить о своих чувствах у чеченцев. Но то, что об Амине знают люди, это небольшая толика всего ее достоинств, о которых знают ее близкие самые люди. Да. Но вы все-таки считаете, что это покушение было на вас? Вы знаете, это было уже, наверное, в первую очередь, естественно, это на меня покушение, как на, так скажем, давнего противника этого режима российского. Я их не разделяю, Кадыров, Путин и так далее. Это все один режим, можно сказать. Я, естественно, скорее всего, был основной целью, но Амина уже за эти годы тоже достаточно им сильно встала поперек горла. И есть прямые угрозы от Рамзана Кадырова в ее адрес, где он называет ее имя, и грозится, и мое имя в том числе, и грозится, что нас скоро убьют. Но это было еще в 2015 году. То есть, попытки такие были, они с самого начала, АТО, и мы получали такую информацию из разных источников, что на нас охотятся, и были даже задержания до этого всего. Некоторые люди до сих пор под судом находятся по этому делу. Потом было покушение, как известно, в начале лета, и сейчас, к сожалению, не обошлось без потерь. То, что сейчас это все-таки продолжение незаконченного для киллеров покушения тогда, и это российский след, и это приказ из Кремля, как вы считаете? Я однозначно в этом убежден, что это российский след, приказ, скорее всего, так мы обобщаем, говорим Кремль. Кремль — это система которая напала на Украину, которая оторвала Крым, которая здесь пытается расшатать ситуацию, уничтожить это государство. Это все делает не один человек, это целая работает система, но она работает на одного человека, как мы знаем, это Путин. То есть, в конце концов, это все опирается в Путина. Может быть, исполнители и чеченоговорящие, и русскоговорящие, и даже украинскомовные. Это враги и Украины, Если и говорить, можно я вас на секундочку перебью? Да, вы говорите об исполнителях, и об украинцах в том числе. Насколько, я понимаю, что это скорее вопрос не к вам, да, но насколько сильна агентурная сеть здесь среди украинцев, именно россиян и чеченцев, да, насколько она за последнее время разрослась?
Я думаю, она достаточно сильная, потому что Украина в долгое время была под влиянием России, и они здесь полный карт-бланш имели. Естественно, у них здесь очень сильная агентура. Если они умудряются влиять на выборы, это уже доказано в Америке там, и так далее, то о чем можно говорить в отношении Украины? Это большое было чудо, что народ Украины встал во время Майдана и опрокинул ту систему, и сейчас Украина строится, новая Украина. И вот это вот категорически не хотят допустить с той стороны любыми средствами. Поэтому мы видим вот эти вот старые методы КГБ, еще ЧК и так далее. Вот. Но я хочу вас заверить, что свободные люди, они всегда сильнее таких вот режимов авторитарных. И если уж мы пережили Советский Союз с его железным занавесом и так далее, без интернета и так далее, то этот режим мы, конечно же, переживем однозначно. Я в этом не сомневаюсь. Вернее, свободные люди переживут. Конечно, не без потерь, возможно. Может, да, и мы это не увидим, но этот режим, я думаю, вскоре рухнет. И все и заказчики, и исполнители, и те, кто сбивали Боинг, они все станут известны, названы и будут осуждены. Мы обязательно поговорим об этом режиме немножко позже. И, с вашего позволения, я бы все-таки хотела еще вернуться к самому покушению и немного о деталях поговорить. Вот с июня месяца замечали ли вы человек опытный достаточно, замечали ли вы за собой слежку, да? И вот ехали, когда в Глеваху, очевидно, даже не так я сформулирую, подозреваете ли вы кого-нибудь из своего близкого окружения в том, что они могли как-то поспособствовать людям, которые вот это совершили? Нет, я не думаю, что близкое окружение было как бы к этому и могло иметь отношение. Я думаю, там, к сожалению, ну, мы уже достаточно как бы публичные люди, и Амина известная, узнаваемая, ее видят, там, и, ну, ей сложно скрыть ее где-то. Вот, поэтому ее узнают, и мы как раз, кстати, хотели уже сменять это место, но не успели просто. Ну, так было суждено, значит, Всевышнему виднее. Я почему, собственно, задаю этот вопрос и к чему я веду, потому что в Украине достаточно много сторонников Кадырова. Вы знаете, вот абсолютно спокойно можно зайти, ввести в Google, да, там, чеченская диаспора, и самое интересное, что у них официальные сайты, а внизу, так сказать, в подвале сайта, да, можно увидеть сайт именно самого Рамзана Кадырова, да, и я так понимаю, что они открыто поддерживают тот режим Кадырова в Украине, хотя, да, мы понимаем, что у нас сейчас... Да, абсолютно верно. Если Украина хочет состояться как государство, ей надо, конечно, быть гораздо жестче по отношению к открытым, не скрытым. Скрытые — это понятно, агенты влияния, агенты там, еще какие-то. К таким агентам надо быть очень жестко и пресекать их деятельность, любую противоправную. Вот. Иначе ну, Украину разорут просто на части. Почему она не пресекается, по вашему мнению? Она есть в Харькове, достаточно большая там община, она есть в Киеве. Ну, я надеюсь, что руководство Украины примет меры, наконец, потому что это, ну, это вопрос национальной безопасности, так скажем. Если позволять вот так вот орудовать здесь бандам террористов, они будут только увеличивать, они уже посягают на жизнь народных депутатов. Как бы кто ни относился там, к какой-то партии там, и так далее, это представитель законодательной власти Украины, одной из ветвей власти. И если это вот сейчас вот так оставить, если не принимать жесткие меры, это будет только увеличиваться. Здесь начнут уже и дальше, и выше подниматься, и так далее, как им что-то не понравится. Поэтому... А что может быть? То есть вы говорите, что если их не пресекать, это могут быть дальнейшие теракты, какие-то внутренние там разборки? Естественно, ну, они уже посягают и на жизни старших офицеров спецслужб. Мы знаем, уже несколько случаев было. Они посягают на жизнь народных депутатов, представителей власти. Я вас уверяю, этих людей, и этого Кадырова, и Шмадырова, и всех остальных, их абсолютно Украина способна всех поставить на место. Как? При желании, и совершенно даже не официально, не открыто это делая, не имея официально никакого к этому отношения, Украина может это сделать, если захочет, если наберется мужества, смелости, и будет принято решение принципиальное защитить любой ценой Украину. Вот и все. Тогда этот вопрос будет закрыт раз и навсегда. И причем
И для Украины это будет на пользу, и для самой России, и для всего постсоветского пространства. Ну вот вы сейчас говорите очень адекватные, очень достаточно разумные вещи, и вот вы говорили про руководство государства. Давайте гипотетически представим, я понимаю, что естественно, что у вас не было встречи с Петром Порошенко, с президентом, и тем более не было с Василием Грицаком, главой СБУ. Ну вот давайте представим, что у вас бы была такая возможность встретиться с Петром Порошенко. О чем бы вы с ним говорили и о чем бы вы его попросили помочь именно в этой борьбе внутри Украины с кадыровцами, например, да? Ну, я не хотел бы говорить, что бы я предложил бы, но я бы предложил бы такие варианты, которые решили бы все эти проблемы, я думаю, и поставили бы их всех на место. Понимаете, маленькая Финляндия в свое время, малюсенькая Финляндия смогла отстоять свою свободу против сталинского режима, против Советского Союза, отстояла свою независимость. Да, там ей помогали какие-то европейские союзники, как-то, не открыто вступив в конфликт, но они отстояли свою свободу. Да, там были другие условия. Я не говорю, что сейчас не делаются, не предпринимаются меры, они предпринимаются, но мое мнение, субъективное такое, что надо жестко ставить на место всех таких террористов, такие группировки, иначе они будут и дальше убивать. Кстати, хочется немного сейчас еще поговорить о вас, да? Из того, что из общих источников, которые общеизвестные, можно найти на Википедии, вы меня можете поправить, да, если я буду ошибаться, складывается впечатление, что вы представитель золотой молодежи, да? У вас достаточно влиятельная семья была в Чечне, у вас был дядя в Москве, опять-таки можете поправить, но, насколько мне известно, ваш отец был председателем Верховного Совета Чечни. Дядя, да? И он публично выступал против создания, да, кстати, независимой Ичкерии, если я тоже не ошибаюсь. Как вам сказать, там такая немножко история не совсем такая простая. Он вообще изначально, конечно, был за суверенитет, когда в 1991 году развалился Советский Союз, он участвовал в провозглашении суверенитета и так далее, но по ряду вопросов он, у него мнение отличалось, он как-то плавно это хотел делать, как Татарстан, например. Но сегодня мы видим, что куда попал Татарстан. Их лишили даже всего того, что они тогда получили, небольшая им дали кость. Сегодня их и этого Путин лишил, и они ничего не могут с этим поделать. Да, у них там есть не было войны, не было кровопролития и так далее, но они сегодня их даже язык им не дают нормально своим языком пользоваться. Об этом открыто говорят лидеры Татарстана. Да, но я все-таки вернусь к вашей биографии, да, я продолжу. Да. Спасибо, что вы меня поправили. Вы учились в Британии, да? Да. То есть у вас отличное образование, да, хорошие связи, и вы были вхожи, наверное, вместе с дядей, либо дядя был вхож в Москве во влиятельные кабинеты, но вы попадаете в ряды сопротивления. Мой дядя лично встречался и с Путиным, и мой отец лично знал Кадырова, и они его пригласили даже восстанавливать. Кадырова старшего, Рамзана? Старшего и младшего. Они приглашали моего отца как специалиста, бизнесмена, специалиста в нефтяной отрасли, восстанавливать нефтяной сектор в Чечне. И он этим занялся. Но когда он увидел сущность этого режима, что там не то, что никакой, там не пахнет никакими, ни российскими даже законами, там какая-то азиатская диктатура делается, он тоже категорически против них начал выступать. Но я еще в Англии, находясь в Первую войну, я был маленький, слишком 13 лет мне было, когда война началась. Но на меня сильное впечатление произвело то, что происходило у меня дома, что бомбят мой город, в котором я родился, погибают мирные жители. На меня это такое впечатление, даже при том, что я, может быть, был аполитичный. Вы видели это по телевизору, да? Да, в Англии там достаточно объективно это все освещалось, там нету этой пропаганды, не в такой мере, и там все было достаточно объективно, поэтому мне несложно было понять суть происходящего, хотя я был молодой. И
Я принял для себя принципиальное решение, что я буду бороться за свободу своего народа. Если, тогда уже война быстро закончилась, если снова это начнется, хотя это тогда... Вы приняли решение в 13 лет? Где-то в 14-15 лет я уже принял такое решение, дал себе слово, что если она снова начнется, я приму в этом участие. Она началась в 99-2000 году. И я принимал уже, находясь в Англии, мы уже организовывали митинги перед российским посольством, помогали там, чем могли тогда Министерство иностранных дел Ичкерии, тогда был министром Ильяс Ахмадов. Вот, он ездил в Америку там с нашими товарищами и помогали, чем могли с нашими. Мы знаем, что сегодня СМИ играют там, может быть, половину роли в любом конфликте. Поэтому и такое внимание уделяет им Путин, поэтому он везде захватил все СМИ и не дает никакого свободного инакомыслия, в общем. Вы помогали я так понимаю, из Лондона, правильно, да? Да. Когда да. вы были в Чечне в последний раз, то есть после Второй Чеченской? Последний раз я был в 2006 году, как раз, когда погибла Анна Политковская. Я помню, вот это было примерно последнее время, когда я там был. Ну вот, если говорить про 6-й год и сейчас, да, существует ли сейчас сопротивление оккупации вот в Чечне? И если можно говорить, если можно сравнивать, да, его? Да, сопротивление существует. Дело в том, что люди не совсем понимают, что там происходит. Там сейчас примерно вот в Советском Союзе, если вы застали это время, вот мы ходили в конце уже Советского Союза, ходили там на всякие праздники, но это было чисто вообще дань традиции, никто не верил в эти праздники какие-то, просто ходили, махали флажками, вот, так заставляли админресурс как бы выходить, школьников и так далее, там каких-то партийных работников, и поэтому, потому что это не имело никакой в себе основы, оно быстро развалилось. Сейчас режим Путина держится исключительно на прибыли от нефти, от газа и так далее, от ресурсов. И медленно, но верно ему зажимают гайки посредством санкций, посредством вот этих его дорогих авантюр, типа войны в Украине, в Сирии и так далее. То есть мы надеемся, что как бы мы застанем конец этой империи. Ну а что сейчас с сопротивлением все-таки? Сопротивление Сколько есть. оно сильное? Сопротивление есть. Оно не такое активное, может быть, не открытое такое в военном плане, но абсолютное большинство чеченцев, они в душе болеют за свободу, они болеют, они хотят свободы от России, они даже более того, они поддерживают Украину, очень надеются, что Украина победит, одержит верх, украинцы победят. Да, там есть кучка, захватившая власть под российскими штыками, как это бывало много раз в истории, кучка Рамзана Кадырова и его вот этих опричников, там, уголовников и так далее, которые, кстати, в годы независимости также не давали нам построить нормальное государство, воровали людей, там, отрезали головы и так далее. Вот эти все головорезы, они вот в основном сейчас собрались вокруг него. Вот. Плюс еще старые, еще такие же бандиты. Тот вот бандит, которого сюда прислали, вот это все вот такие вот там контингент, в общем, собрался чисто бандитско-криминальный, который просто... Это за деньги? То есть люди, которые сейчас вот с Кадыровым, да, тех, которых мы видим на картинках на стадионах, абсолютно. Эти все там парни в один рост, да, с оружием, это все люди за деньги? Абсолютно точно. Они, знаете, такую я фразу даже от одного из них услышал, что ихнего сотрудника, не лично через там людей, что как вам везет, что вы можете быть свободными, свободно как бы воевать. Мы за $1000 в месяц вынуждены носить кресты и выполнять их приказы здесь. И парень этот потом впоследствии повесился. Вот. Так что да, вот такие вот там настроения. Да, есть бандиты, которые за деньги, конечно, любую вещь делают, любое преступление. Но убежденных там практически нету. И это все карточный домик, который очень легко развалить. Вот как раз у меня отсюда выплывает еще один вот этот вопрос о том, что если действительно забирать российские войска, да, из Чечни, что будет с Кадыровым?
Кадыров, если не убежит, то он жить долго, конечно, не будет, даст Бог, потому что из-за его беспредела. Понимаете, если бы он еще был бы нормальным человеком, он был бы просто нормальным человеком, я не говорю о чеченцам, если бы придерживался адатов или там ислама, или общечеловеческих каких-то ценностей. Просто если бы он был бы человеком, он бы себя так не вел бы, мучая родственников, понимаете, людей, там, убивая родственников, там, бойцов сопротивления или людям, которые отношение имеют какое-то к этому. Так себя нормальный человек не может вести, который, родился в нормальной семье, рос. Я этого не понимаю просто. Если говорить про его семью, опять-таки, очень интересно, вот Ахмат Кадыров, его отец, да, он учился в Узбекистане, да, если я не ошибаюсь, это он закончил Бухарскую академию, правильно? Говорят о том, что именно там его уже как бы завербовало КГБ, якобы там он уже получил позывной, это были вот еще до распада Союза, то есть в принципе как бы Кадыров-старший уже был вербованный. Да? Это был известный факт, достаточно известный, даже известно было. О какой нормальной семье вы просто, я к этому говорю. Это были как бы те времена советские, как бы, и к нему так отнеслись, даже зная, что он там завербованный, так скажем, даже знали, кто его завербовал, некий Рудник Дудаев, там генерал был такой КГБ. Вот. Потом, кстати, при невыясненных обстоятельствах умер, сгорел. Вот. Это все было известно, но к нему отнеслись с снисхождением, думали, что он как бы исправился, потому что это была такая система, люди были вынуждены как-то выживать. Он говорил, что иначе его не пустили бы учиться вообще и так далее. Мы знаем, что наш генерал Дудаев был тоже генералом Советского Союза, то есть это гораздо даже серьезнее, чем какой-то там агент там, и так далее, спецслужб. То есть, но тем не менее, когда человек проявляет, что он изменился, и он действительно проявлял такое, он усердно призывал к джихаду, очень красноречиво молодежь призывал, женщин призывал выходить. И, кстати, вот в том числе благодаря его речам многие молодежь и многие женщины выходили, действительно воевали, умирали. И вполне возможно и на меня его речи повлияли, понимаете, выходили против своих родственников, против он конкретно как религиозный деятель говорил, что никакого нету у вас возможности избежать, надо выходить, сопротивляться Как вы считаете, вот это была искренняя тогда война? Мне сложно об этом говорить. Почему тогда сложили оружие? Еще раз. То есть это была искренняя она, почему они потом сложили оружие? Почему они сложили оружие? Просто купили, грубо говоря, его купили, ему предложили должность большую, Путин лично предложил должность, и соблазн слишком большой оказался. Конечно, он себе, наверное, это преподнес, каждый вот такой изменник, он это оправдывает тем, что он для народа старается, он наоборот хочет как лучше сделать, спасти народ и так далее, придумывает всякие отговорки. Но мы прекрасно знаем, что у нас были такие тоже оппозиционеры, так скажем, да, которые были против режима Дудаева, например. Они, когда напал уже враг, они пошли воевать против русских. Были те, кто, делая вид, что они с русскими, наоборот, помогали своим же сопротивлению, помогали. То есть там была куча вариантов, но с их стороны мы увидели реально, что они действительно за Россию, за российские интересы рвут все и сильнее, чем даже оккупанты. Вот если говорить про ваших соратников, да, ваших братьев, да, если так можно, их тоже купили? Моих соратников? То есть ваших соратников по сопротивлению. Кого-то купили, их конкретно купили, да, грубо говоря. Они уже использовали такие вещи, как, например, взятие заложников. Что некоторые люди не могут с этим справиться. Это слишком большое испытание, если твоих всю семью, братьев, двоюродных, троюродных, твоих даже домашних животных всех берут в заложники и угрожают их убить, сжечь дом и так далее, то не каждый может, даже воин, не каждый может. Это, к сожалению, является неким таким для многих людей препятствием. Что вот еще интересно про кадыровцев.
Есть такая информация, что якобы высшие чины ФСБ, да, в России, их охраняют именно кадыровцы. Почему? Почему такое доверие им? Они преданнее. Почему? Мне сложно там говорить, там это кадыровцы, то слишком обобщается это название. Там есть чеченоговорящие, у них огромное количество сотрудников спецслужб. То есть они чеченской национальности. Я не думаю, что там допускают к охране именно каких-то кадыровцев. Я думаю, это, скорее всего, просто чеченоговорящие сотрудники ФСБ. Вот. И они, к сожалению, в каждом народе есть предатели. Сегодня мы видим в Украине это, на востоке Украины. Мы видели, что в Крыму огромное количество переметнулись на ту сторону, я имею в виду силовиков. То есть предатели, они есть в каждом народе. И чтобы вот народ сделать действительно сильным, страну сделать крепкой, надо, конечно, укреплять ее. И укреплять, в том числе, вот война очень сильно объединила, конечно, украинцев. Многие проснулись на то, что происходит, вообще поняли сущность России. Вот. Ну, многие еще этого не поняли, к сожалению. Но, возможно, некоторые поймут только когда будет уже слишком поздно, как у нас. Вот некоторые у нас были такими далекими от всего, что происходит. Они говорили, это где-то там, да? Я не хочу смотреть негативные новости, вот и вот к чему это, да? Да, их тоже точно так же бомбили, и их точно так же уничтожали, и в итоге получили такой вот какой-то азиатский режим, который хуже, чем что-либо, когда у нас было. Если говорить вот опять-таки про Украину и про Чечню, даже не так, давайте из Крыма начнем, потому что вы говорили. Ну вот с чем можно, с какой стадией сопротивления в Чечне можно сравнить то, что сейчас происходит в Крыму? Я имею в виду вот задержание крымских татар, да, репрессии, которые именно сейчас там происходят с помощью ФСБ. Ну, сложно сказать, в Крым это все-таки другая как бы специфика, там совсем по-другому все. Я думаю, что большой плюс Крыма, большой, огромнейший плюс Крыма в том, что все мировое сообщество, оно однозначно за Украину в этом вопросе, формально, они признают Крым украинским, никто не признал его из цивилизованных стран российским. То есть Украина имеет за собой вот этот вот огромный как бы козырь, огромнейший козырь. Да, там может быть нету там сопротивления какого-то военного и так далее. Да, там может быть его отдали, но этот козырь есть. И что имеете нет сопротивления? Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду военное сопротивление. Так-то оно есть гражданское, есть, мы знаем. Наступательные или более активные фазы? Да, я имею в виду военный. Сейчас не стоит такой вопрос военное противостояние, потому что это будет сразу открытое противостояние с Россией, которое Украина не может себе позволить. Вот. Но там эти варианты разные всегда есть в любом конфликте. Мировая история имеет огромнейший спектр разных решений для разных проблем. Вот. И в Крым это решаемая абсолютно проблема. Вот. Я уверен даже, что Украина восстановит свой суверенитет рано или поздно. Но нужно, конечно, более активные действия от властей, я думаю. Но вы все-таки верите в дипломатический путь решения и возвращения оккупированных территорий? Дипломатический путь, он всегда, конечно, лучше. Он всегда лучше, потому что это дает возможность избежать жертвы, ненужные жертвы, дает возможность избежать ненужные расходы, тем более с таким варварским режимом, как Россия. Мы же видим, как они воюют, они стирают с лица земли все. Вот, поэтому это, конечно, предпочтительный вариант. Но мы также видим, насколько эффективна их гибридная война. Они очень успешно как бы ею пользуются, и ей противопоставить пока ничего не могут мир, только санкциями. То есть они негласно, неофициально воюют, используют авиацию, зенитные установки, сбивают самолеты и, как ни в чем не бывало, себя ведут, что это они ни при чем, и это не их, даже когда ловят конкретно солдат их с военными билетами и так далее, их танки есть, трофейные, то они все равно себя ведут, как будто бы это не имеет отношения. Знаете, достаточно часто вот за эти годы войны в Украине звучала версия о том, что все-таки нужно как-то наступление, да, что мы сдаем территорию за территорией. Были радикальные взгляды, да, среди военных в том числе. Другие говорили, что так нельзя, нужно идти все-таки дипломатией, переговорами. Буквально, если я не ошибаюсь,
пару недель, может быть, месяц назад высшее военное руководство Украины озвучило факты, что если было бы вступление, то есть если бы Украина пошла бы в наступление, то это были бы десятки тысяч жертв просто за один день. Вот интересно ваше мнение. Все-таки это правда то, что говорит военное руководство Украины? Потому что, опять-таки, есть мнение, что неким чинам война выгодна. Да? Или действительно Украина не может сейчас наступать ввиду того, что там сильнее сила все-таки? Да, это абсолютно, я согласен с этим мнением. К сожалению, разваливали очень длительное время и армию, и спецслужбы, и полицию и так далее. И поэтому на одном патриотизме, к сожалению, нельзя выиграть гораздо больше сильного противника. Мы это видели в Чечне. У нас очень сильные, храбрые, патриотичные воины были, но медленно, но верно, все-таки с большими современными потерями Россия практически свела на нет военное сопротивление, потому что за 15 лет. То есть я действительно согласен, что это привело бы, скорее всего, к большим жертвам, потому что Путин, он не дал бы это сделать, он и сейчас не дает даже границу взять под контроль, потому что четко осознает, что в случае чего он не сможет ввести туда свои войска так просто. Это будет зафиксировано, это будет уже явно агрессия. Вот, поэтому я думаю, это было правильное решение. Вот, но я уверен, что политика дипломатическими путями и используя те же их гибридные методы, асимметричные методы, Украина может добиться гораздо большего. Все-таки вот ваш фронт, да, здесь борьбы, это все-таки борьба с кадыровцами, борьба с российской оккупацией, либо это борьба за Украину. То есть что это для вас? Дело в том, что вот из нашего опыта борьбы мы вот то, что мы видели в Чечне, мы в первую очередь пытались поделиться с украинцами и с военными, когда была активная фаза, своим опытом, чтобы снизить там потери и так далее. Мы, когда была активная фаза, были постоянно на фронте. При этом потом, когда другая больше была необходимость в помощи, то мы предоставляли другую помощь. Мы на любом фронте, где есть интересы России, будь то информационные возможности, будь то военные, будь то какие возможности, мы везде прилагаем усилия, и только так можно победить. Вот. Что по поводу того, что они могут сделать, мы готовы к этому. Ваш батальон, да, во-первых, почему миротворческий, почему такое название, да? Потому что мы, и сам Мунаев это такое название сделал для батальона, миротворческий международный батальон имени Джохара Дудаева. Будучи в Дании, он, когда начался здесь конфликт, он приехал, оставил там свою жизнь обеспеченную и пытался помочь как может Украине, потому что если состоится Украина, мы понимаем, что это повлияет на весь бывший Советский Союз и на Чечню, в том числе на Кавказ. То есть Украина сегодня имеет самые большие шансы отстоять свой суверенитет, отстоять свободу, стать нормальным, цивилизованным государством, которое в итоге и саму Россию изменит. Понимаете? Вот такие у нас дальние, планы. И поэтому мы здесь, мы сконцентрировались на Украине, помочь чем можем, насколько можем. Что сейчас с вашим батальоном? На данный момент основная часть ребят, которые хотела продолжать служить, мы имела такие возможности гражданства, мы отправили в ВСУ. Часть, пока, так как нет активной фазы, у нас специалисты, там, снайпера и так далее, они там где-то тренируют, обучают, и часть занимается волонтерской деятельностью. Мы более, с Аминой в последние годы отвечали за часть, связанную с боевыми действиями, то есть снайперская работа была востребована на фронте, потому что фронт стабилизировался, и где-то с 2015 года таких особых движений там не было. Вот. А раньше, когда до 2015 года, даже до 2016 года, мы еще ходили и за ноль, ходили и с Осей Мунаевым, и Амина ходила в том числе. Мы ходили в разные места.
и, ну, естественно, с военными, не сами там, а всегда это координировалось с ВСУ, либо с другими структурами. Ну вот знаете, можно ли так говорить о том, что вот для вас то, что сейчас в Украине, эта война, это такая вот себе ваша третья чеченская, да? Это даже не третья, это для меня продолжение второй чеченской. Мы не признали поражение. Наши воины, они разъехались просто по Европе. Часть здесь, в Украине, часть в Европе, часть на Ближнем Востоке, в Турции, часть, ну, беженцы они. И они ждут просто подходящего момента, чтобы сюда, вернее, приехать и снова активно начать бороться. Просто пока... Как вы, вот вы, кстати, говорили о том, что Украина, возможно, изменит Россию, да? Как вы себе это видите? Она уже ее меняет, каждый день меняет. Россия, она, я уверен, что там все очень сильно круто тоже изменилось, несмотря на все их рейтинги, поддержки и так далее. Я думаю, там все меняется. Вот, люди тоже там, можно какое-то время их обманывать, там, зомбировать, но все равно человек потихоньку начинает тоже мыслить своей головой, не может постоянно принимать противоречащие какие-то вещи. И тем более Украина никогда ничего плохого не сделала ни России, никому из своих соседей. И это вообще, ну, маразм, чтобы вот так вот там, вы, если смотрели их СМИ, как там очерняют Украину, очерняют украинцев. Мы это испытали уже на себе, чеченцы, грузины, там. Вот сейчас дошла просто очередь украинцев. То есть, ну, это не может долго продолжаться, это скоро, я думаю, закончится. А ваш вклад в этом какой? Вклад, ну, то, что было, это, я считаю, между мной и Господом останется, а то, что будет, мы везде, я как говорю, мы будем принимать любые усилия, предпринимать, чтобы привести День Победы ближе. Вот как только закончится война в Украине, что будет с Ичкерией? Я думаю, в Ичкерии будет нормальное, тоже цивилизованное государство. Может быть, какое-то время оно будет нужна помощь там с внешних каких-то доброжелательных стран в создании там структур государственных каких-то, и на Кавказе в том числе, вполне возможно, и во многих регионах России такая помощь нужна будет, как после Второй мировой войны. Потому что, ну, все зашло очень далеко для Путина, он уже рано или поздно будет судим, это он осознает из-за сбитый из Боинг, из-за агрессию в Украине. Поэтому рано или поздно ему придется отвечать. И если он так сильно цепляется за эту власть, что он пойдет вместе со своим режимом, возможно, и страной. Вы говорили, что будет восстание. Вы об этом говорили очень часто в своих интервью, которые я вот смотрела, да, у вас. Это будет восстание, и восстание вот за свободы народов Кавказа. Оно может начаться именно из Ичкерии? Оно может стать триггером таким? Оно всегда начиналось с Ичкерии, и я уверен, что начнется снова с Ичкерии, потому что ничто не забыто. Невозможно забыть то, что с нами происходило, никак. Даже самый треклятый кадыровец, у него дедушек, бабушек выселяли, и если не он, то его дети, конечно же, будут читать информацию. Сегодня доступен интернет, это все можно увидеть, поэтому... Что с этими кадыровцами, которые в свое время предали свой народ? Вот, да, давайте сейчас вот просто пофантазируем. Нет Кадырова, нет Путина, да, ну, условно, да, аж не верится, но все-таки, что будет с этими кадыровцами, которые в свое время пошли на такие предательства? Они все имеют по несколько паспортов, многие имеют недвижимость уже подготовленную давно за границей, чтобы сразу оттуда уехать, как не будет российских штыков. За ними будет просто... Им дадут выехать, вот те, которые помнят все их преступления? Ну, кто-то, может быть, и успеет сбежать, а кто-то не успеет. Вот. Их начнут... простят их? Вообще, их никто никогда и не простит, я в этом уверен. И за каждым обязательно придут, и он нигде не спрячется на этом земном шарике. Моссад им покажется цветочками, я в этом абсолютно убежден. Если возвращаться опять к вашим фразам про Россию, вы верите в то, что возможно, что российский Майдан, что это может быть? Что может поменять Россию?
Россию, она всегда, как правило, меняется изнутри. Поэтому, я считаю, Украина должна более активно помогать оппозиции российской. Тем есть там трезвомыслящие люди, хоть их и немного, но они есть, предоставлять им какую-то базу, там, так скажем, для политической деятельности, просто для того, чтобы они могли влиять на события в России. Все равно информация просачивается, все равно думающие люди, мы видели митинги, недавно были и в Питере, где на день рождения вышли питерцы, кричали оскорбления «Путин вор» и так далее. Мы видели в России там митинги молодежи, которая выходила. То есть это все возможно, оно все копится пока. Будет какой-то детонатор, естественно, как обычно. И это все так развалится. Вы еще уже вернулись в Россию. Угу. Вы говорили, что ваш дядя был знаком, возил Кадырова, Рамзана в том числе. Вы встречались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым? Да, и с ним, и с его отцом я встречался. Да. Расскажите, какие у вас тогда были о них впечатления? Я и тогда знал сущность этих людей, То есть вы тогда уже, скорее всего, извините, что я вас перебиваю, то есть вам уже было тогда сколько? В 13 лет вы уже, условно говоря, приняли для себя, что вы будете в сопротивлении, да? Вы встречались с ним когда? Это уже было в 2000-х, начале 2000-х годов. Они достаточно активно передвигались везде, там и в чеченской диаспоре, там что-то участвовали в каких-то мероприятиях. И на одном из таких мероприятий я их видел, лично я не был знаком. У меня никакого к ним. Я прекрасно знаю сущность этих людей, что они из себя представляют. Мне их и видеть не надо для этого, и лично знать. Вы знаете, мы всегда слышим о кровниках, о кровных врагах, в том числе Кадырова. И очень часто встречается в прессе такое ощущение, что их там, просто 100, 200, я не знаю, какое таких количество. А действительно, насколько их много у него? И вы тоже в списке в этом, на галочке, в личниках, в кровниках Кадырова? То, что я в списках у них, это однозначно, иначе именно не было. Кадырова кровник, да? То есть, я не кровник, я его никого не убивал пока. Скажем так, я буду гордиться, если я буду в их списках. У таких людей быть в списках, я горжусь. Они в моих списках тоже. Вы сказали «пока», да? Я знаю, что для чеченцев очень важна вендетта, да? И опять-таки, ссылаясь к вашим словам, сказанным где-либо публично, вы говорили о том, что вы всегда знаете, да, кто стоит и кто вас обидел, да? Есть такая вещь, как интуиция, помимо того, что и информация есть, и прямые угрозы, так скажем, есть еще и интуиция. И да, мы знаем, кто. Это, грубо говоря, это, конечно, стоит система за этим всем, но отвечать, конечно, все должны преступники. То есть у вас этот список? Он, конечно, да, большой, и я думаю, не только у меня, много еще патриотов уже имеют этот список. Остались ли люди уровня Дудаева, да, сейчас? Есть такие люди, они в Европе. Даже есть люди, которые до Дудаева еще начинали это движение, все сопротивление мирными путями, еще в советские времена, в 80-е годы. Создавали партии и так далее, и приглашали, наоборот, Дудаева, чтобы возглавить это движение, потому что в корне народа есть такая потребность, такое стремление сделать свое государство свободное, которое будет защищать интересы чеченского народа. И это никуда не делается, оно останется, и за это было заплачено очень много крови. Были свои ошибки, безусловно, но ошибки не делает только тот, кто ничего не делает. Мы очень переживаем, что Украина может повторить наши ошибки, которые у нас были, в том числе разногласия между бывшими революционерами, лидерами революции. Это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому мы призываем всегда украинцев быть едиными, и в этом противостоянии это просто необходимо. В окружении Кадырова есть люди, которым вы симпатизируете?
Нет, я не могу такого сказать, чтобы в его окружении были кто-то вообще, кому можно... Кадыров и Путин, да, банальный вопрос, наверное. Кто кому больше нужен? Естественно... Потому что по-разному это воспринимается, в том числе и в прессе. Одни говорят, что Кадыров может делать все, что угодно, да, под прикрытием Путина. Другие говорят, что Путин боится Кадырова после того, как он покажет на стадионе вооруженные, да, вот эти вот все свои с вытягой, если говорить на украинском языке. Ну, на мой взгляд, это все преувеличение, это показуха так называемая. Путин не боится абсолютно Кадырова и в любой момент, когда захочет, может его сменить другим, и другой будет точно так же как бы себя вести, и все пойдут, кадыровцы практически все за ним пойдут, никуда не денутся. А почему другой, вот вы говорите, а почему другой будет точно так же себя вести? Они собрали вот такой контингент, там, представьте, взять сейчас какую-то там тюрьму и выбрать оттуда самых таких рецидивистов, убийц, там, насильников. Ведь люди его любят якобы публично, да? Многие Сталина тоже любили публично, там, при том, что он тысячами людей убивал. Я не думаю, что его трезво мыслящие много людей любят. Какая-то часть, конечно, любит население. Это незначительно. В основном всякие бюджетники, которые непосредственно кто-то что-то получает от него. И даже они, большинство, вынуждены как бы показывать такую показную любовь и так далее. Я не думаю, что это имеет под собой какое-то основание. Какой рейтинг Кадырова вот сейчас? Это невозможно как бы сказать, но рейтинг свободы, рейтинг свободного государства, рейтинг мужчин настоящих, рыцарей, конохов, как у нас говорят, он всегда будет больше, чем рейтинг какого-то предателя, какой бы он хороший ни был, какие бы он золотые дороги не строил, что бы он ни делал, он всегда будет предателем. В первой чеченской активно принимали участие УНАУНСО, украинцы. Да? Сейчас они есть в рядах сопротивления? Украинцы, крымские татары? На Кавказе нет, естественно. Они в первую войну, в начале, одними из первых приехали на помощь именно украинцы. Причем те, которые были еще до этого в Грузии, многие, мы с ними знакомы, хорошие отношения имеем. Это мы, конечно, запомнили, если даже там в военном плане вклад был не такой большой, но это сильно отпечаталось у нас. И, естественно, Айса Мунаев, он часто говорил, что мы сейчас платим Украине за долги которые тогда лучшие представители украинцев нам оказали помощь. То есть сейчас сопротивление в подполье в этом украинцы не помогают? Я сомневаюсь, что там есть украинцы на данный момент. Я бы хотела опять, мы так говорили об общих, да, мировоззренческих, можно даже так сказать, да, вернуться к 30 числу. После этого вы как-то усилили вы стали осторожнее, да, усилили как-то охрану свою. Я знаю, что вы, кстати, отказались от охраны, уже пролейте свет, потому что это часто как-то в СМИ муссируется. Почему? Не совсем отказались, скажем так, нам она была предоставлена на определенное время, и когда это время закончилось, мы как бы там какие-то бумажки, наверное, подписали, и все. А так, в принципе, я как бы с пониманием отношусь к тому, что не может Украина на сегодня предоставлять охрану, тем более там воинам, и постоянно их охранять там годами, потому что суд может длиться годами. Сегодня, я думаю, бюджет никакого органа не может это себе позволить. Возможно, будет принят какой-то закон в Украине, который позволит это делать. Сейчас я знаю, есть такие инициативы у Антона Геращенко, чтобы сделать закон по защите свидетелей, чтобы их защищали в течение всего процесса. Потому что иначе мы видим, что могут просто потерпевших до суда еще ликвидировать. Вы знаете, у нас наш канал могут смотреть не только в Крыму, да, я уверена, что этот эфир, возможно, посмотрят чеченцы. Что бы вы хотели сказать? Чеченцам я хочу сказать, что кровь, которая проливалась у нас в Чечне,
веками проливалось. Не по нашей вине, мы никогда ни на кого не нападали. Мы жили в свободном обществе всегда, где уважался человек за его достоинства, личные какие-то. У нас не было ни князей, ни царей. И то, что мы сегодня наблюдаем, это никак не вяжется с нашим менталитетом. Поэтому я чеченцев призываю, чтобы они проснулись, объединились, оставили свои какие-то обиды. Вот такие общества, где много индивидуалистов, в нем сложно сделать какие-то совместные действия, объединить людей очень сложно, потому что каждый человек считает себя, и тем более у нас, там, и генералом, и стратегом, и знающим все лучше всех. Но так как бы общество хорошее не развивается, сложно прийти к успеху, а тем более в конфликте с такой системой, как российский авторитарный режим. Поэтому я чеченцев призываю оставить обиды старые, оставить свои разногласия, прилагать усилия. Они не обязательно в военной сфере, там, а каждый на своем месте. Даже те же сотрудники, которые сегодня там по тем или иным причинам среди кадыровцев, среди полиции там, и так далее, они могут элементарно делать там саботаж, так скажем, не делать свою работу хорошо, не стремиться там выполнить какие-то вещи, которые... В общем, каждый на своем месте, даже предатель может немножко почистить свою вину, загладить свою вину. И в итоге, я думаю, в любом случае это не может продлиться долго. В любом случае это закончится. Современный мир просто это требует. Время империи прошло. Вот, и в любом случае это закончится. Им просто будет всем стыдно перед собой, перед детьми своими, перед потомками своими за то, что они делали или не делали. Вы сказали про стыд. Как вы думаете, Кадыров понимает, что будет с ним и с его родом после освобождения? Он поставил все на кон. Он авантюрист, игрок. И он поставил все, и в том числе и свой род, и семью, и все, что у него есть. Поэтому он будет, до конца идти. Он понимает, да, какую? Он, конечно, это понимает прекрасно, и он часто выстраивает своих головорезов, и им тоже говорит, что вы же знаете, что с вами будет, если меня не станет. Поэтому давайте, идите, работайте. И что бы вы ему сказали? Сдавайся, это еще не поздно, пока ты дышишь, сдавайся. Вы верите в то, что покушение на вас и убийство Амины будут раскрыты? Оно может быть и не раскрыто официально, но то, что виновники будут наказаны, так или иначе. Вы знаете, кто это? То есть вы... Конкретных имен я пока не знаю, конечно. Но... вы не знаете имен исполнителей, но... Из заказчиков, можно сказать, я знаю, кто это. Я вас поняла. Спасибо вам за інтерв'ю. Дякую, що залишалися з телеканалом АТР. Будьте із Кримом в серці, не забувайте про нього і дивіться АТР.